В оккупированном Китаем Восточном Туркестане хотят китаизировать всех уйгуров, создав новое поколение, которое будет оторвано от их сущности с помощью ассимиляционных практик, которые китайские власти внедряют в образование. Согласно сообщению китайской государственной новостной сети от 1 декабря, китайские власти в последние годы активизировали процесс обучения учителей и учащихся в государственной системе образования Байнгола, который называется «Повышение осведомленности о китайском национальном обществе». Китайский аналитик Ху Пин в беседе с Радио Свобода заявил, что подобная пропаганда со стороны китайских властей привела к разрушению национальной идентичности, религиозных верований, традиций, исторических и культурных ценностей уйгурского народа. Калбинур Сиддик, который 28 лет преподавал китайский язык уйгурским студентам на уйгурской территории, а сейчас живет в Нидерландах, отреагировал на эту ситуацию. Правительство США ввело санкции против 2 чиновников и 3 китайских компаний, причастных к преследованию уйгуров китайским коммунистическим режимом. Согласно письменному заявлению, опубликованному Госдепартаментом США 8 декабря, правительство США включило Гао Ци, бывшего главу Бюро общественной безопасности или Казахского автономного района, и Хулян Хэ, бывшего заместителя руководителя Синьцзянь-Уйгурского оперативного управления Центрального правительства Китая, в список эмбарго в соответствии с законом о политике в области прав человека в отношении уйгуров. В заявлении Госдепартамента США говорится, что и Гао Ци, и Хулян Хэ обвиняются в причастности к серьезным нарушениям прав человека, в частности к произвольным задержаниям уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. 9 декабря 2023 года по случаю Дня геноцида уйгуров 9 декабря в столице Турции Анкаре в партнерстве с Конфедерацией профсоюзов государственных служащих Турции, с Фондом Всемирный уйгурский конгресс, Фондом исследований Восточного Туркестана и Уйгурской академии состоялась панельная дискуссия, на которой обсуждалась последняя ситуация в Восточном Туркестане и правовые основы вопроса Восточного Туркестана. Независимый уйгурский трибунал, который проходил в Лондоне в течение 2020-2021 годов, 9 декабря 2021 года пришел к выводу и объявил, что Китайская Народная Республика совершила преступление против человечности и этнический геноцид в отношении уйгуров. Поскольку именно в этот день было объявлено об этом решении, 9 декабря был принят уйгурской диаспорой как День геноцида уйгуров. 6 декабря британский университет Шеффилд-Халлам опубликовал доклад о принудительном труде уйгуров под названием «Отслеживание цепочки поставок одежды из Восточного Туркестана в Европу», в котором говорится, что многие известные европейские бренды одежды тесно связаны с принудительным трудом уйгуров. Как сообщает Radio France International, доклад был опубликован от имени Альянса развития социал-демократической партии в Европейском парламенте, который призывает социал-демократическую партию ввести некоторые правила торговли, чтобы предотвратить ношение одежды, подозреваемой в связи с принудительным трудом в Восточном Туркестане. В Южно-Китайском море 3 судна, принадлежащих Филиппинам, были обстреляны Китаем из водометов. Филиппины обвинили Китай в агрессии, в то время как Китай заявил, что принимаются меры против судов, заходящих в их воды без разрешения. В своем заявлении Национальная целевая группа по Западно-Филиппинскому морю объявила, что корабли береговой охраны Китая использовали водометы, чтобы заблокировать 3 судна, перевозивших топливо и продовольствие для рыбацких судов возле отмели Скарборо. В заявлении осуждаются незаконные и агрессивные действия Китая. На саммите в Пекине на этой неделе лидеры Китая и Европейского Союза разошлись во мнениях по широкому кругу вопросов, от торговли до прав человека. Китай, который рассматривает Европу как важный экспортный рынок, выразил обеспокоенность по поводу торгового протекционизма и снижения рисков, попытки ЕС уменьшить свою зависимость от любой страны, такой как Китай, в отношении жизненно важного сырья и продуктов.